Встреча генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова с послом Таджикистана в Китае Парвизом Давлатзода состоялась накануне 8 января в штаб-квартире ШОС в Пекине. Как сообщает пресс-служба ШОС, стороны обменялись мнениями по различным аспектам развития политического, экономического и гуманитарного взаимодействия на пространстве ШОС и актуальным международным вопросам. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам подготовки и проведения главных мероприятий организации 2019 года, заседания Совета глав государств-членов ШОС в городе Бишкеке и Совета глав государств-членов ШОС в городе Ташкенте. Посол Таджикистана в Китае поздравил генерального секретаря ШОС с вступлением в должность, пожелал успехов и достижения поставленных целей и выразил готовность оказывать поддержку в реализации намеченных планов. Вопросы своевременного обеспечения учебниками школы страны обсуждены на рабочем совещании министра образования и науки Таджикистана Нуриддина Саида с представителями отечественных издательств, отделов образования городов и районов республики. Министр образования и науки Нуриддин Саид отметил необходимость налаживания своевременного обеспечения учебных учреждений книгами и другими учебно-методическими пособиями. По данным Камола Исоева, директора Центра разработки, издания и оборота учебных книг, научных и методических пособий в период с 2012 по 2018 годы, Министерством образования и науки через отечественные издательства издано 18 миллионов 564 тысячи 200 экземпляров учебников на сумму свыше 175 миллионов 500 тысяч самани. В настоящее время 13 отечественных типографий заняты изданием 33 наименований учебников в количестве 3 миллионов 754 тысяч экземпляров на сумму около 50 миллионов 700 тысяч самани. Информационное агентство «Авеста». 4 звуковых выпуска в день. И все это для тебя. Правительство Таджикистана планирует увеличить производство электроэнергии в 2,5 раза в предстоящие 11 лет. По данным энергетического сектора страны, до 2013 года энергетический потенциал страны будет увеличен с нынешних 18 миллиардов до 45 миллиардов киловатт в час в год, или в 2,5 раза. Этот показатель позволит увеличить экспорт экологически чистой электроэнергии в соседние страны до 10 миллиардов киловатт в час с помощью региональных линий электропередачи, в том числе Касса-1000. По данным источника, увеличить производство электроэнергии планируется за счет создания новых электростанций и модернизации существующих мощностей. Из 20 видов товаров и продукции, ориентированных на экспорт, Таджикистану удалось обеспечить увеличение производства 15 наименований. По данным Министерства экономического блока страны, по некоторым видам продукции наблюдается существенный рост экспорта. В частности, вырос экспорт текстильных материалов и изделий из них. По статистическим данным, в основном экспортируется сырьевая продукция, в том числе продукция текстильной промышленности. Эксперты отмечают, что неконкурентоспособность и высокая себестоимость продукции некоторых отечественных предприятий, несовершенство методов защиты интересов экспортеров за пределами страны не способствуют диверсификации производства и увеличению объема экспорта. Информацией сыт не будешь. Будешь информирован, если даже не сыт. Информационное агентство «Авеста». В рамках учебно-тренировочного сбора в Душанбе олимпийская сборная Таджикистана накануне 8 января провела контрольный матч с чемпионом страны столичным Истиклолом. Как сообщает официальный сайт ФФТ, встреча прошла на центральном стадионе Душанбе и завершилась со счетом 4-1 в пользу Истиклола. Олимпийская сборная страны открыла счет в игре на 17-й минуте, однако удержать победный результат не смогла. Для Истиклола это был первый контрольный поединок в межсезонье под руководством нового главного тренера Хакима Файзулоева. 9 января олимпийская сборная Таджикистана проведет последнюю тренировку на учебно-тренировочном сборе в Душанбе перед выездом в Катар для участия в международном турнире 4 наций, который пройдет с 15 по 21 января.